Завершая совещание, Юнусбек Евкуров в первую очередь поздравил Министерство по делам Северного Кавказа в лице Сергея Чеботарева с прошедшим пятилетием. Ведомство было создано в 2014 году, и за это время, по словам главы республики, благодаря поддержке министерства значительно выросла привлекательность региона в различных сферах. Это экономика, здравоохранение, образование, строительство и не только. С сегодняшнего дня мы по многим показателям находимся в лидерах, в десятке, двадцатке, пятидесятке страны. И эти темпы у нас продолжаются и в этом году. Уверен, что мы год закроем хорошими результатами. Особая задача, как я уже еще раз повторяюсь, это, конечно, выполнение задач или целей по национальным проектам. Сергей Чеботарев, в свою очередь, отметил, что за последнее время показатели региона меняются в положительную сторону. Уже 4-й год подряд Ингушетия показывает высокие результаты в сфере сельского хозяйства. Также в сравнении с прошлым годом увеличился в 2 раза туристический поток в регионе. Руководитель Минкавказа отметил и выросшую за последние годы инвестиционную привлекательность Ингушетии. С начала этого года мы фиксируем положительные тенденции по целому ряду направлений. В частности, допустим, рост промышленности с января месяца, это пока не с марта у нас данные, составил почти 3%, 2,7%. Это весьма неплохой показатель, это выше, чем в среднем по Российской Федерации. И даже выше, чем по Северному Кавказу в целом. Мы фиксируем рост темпов строительства. За этот период темпы строительства выросли значительно, на 45%. Это хороший результат. Но надо сказать, что это видно не только на бумаге, это видно и невооруженным взглядом. Говоря об инвестиционной привлекательности, председатель правительства Зелимхан Евлоев также отметил, что на прошедшем феврале этого года на инвестиционном форуме в Сочи руководство республики заключило ряд выгодных соглашений с инвесторами. Благоприятный инвестиционный привлекательность региона можно отметить интересом российских компаний, проявленным к республике на Международном инвестиционном форуме Сочи 2019, где заключено 9 соглашений с инвесторами на общую сумму более 7 миллиардов рублей. Но также мы готовимся к Петербургскому международному экономическому форуму, где мы тоже планируем заключить не меньшее количество договоров и, возможно, большую сумму. Не менее важный и актуальный вопрос сегодня – работа с нацпроектами. Он требует пристального внимания и совместных усилий власти, бизнеса и общественных организаций. Большую роль в повышении качества работы в этом направлении сыграл и прошедший 18 мая в Магасе форум нацпроектов. Напомню, что до 2024 года наша республика будет участвовать в 47 проектах в составе 12 национальных проектов. На данном этапе уже республика может показать определенные результаты, по достижению показателей у нас указаны. Это у нас в начале текущего года ввод в эксплуатацию школы на 320 мест, который у нас как достижение показателей состоит на национальных проектах. В школе созданы все условия для ведения общеобразовательного процесса и дополнительного образования. Введены в эксплуатацию детские сады на 220 мест Нестерская, Нижняя Чулки, Барсуки. При поддержке Минкавказа в республике уже запустили заводы «Риак» и «Неон». Сейчас строится птицекомплекс «Южный». В планах строительства завода алюминиевых сплавов, лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», а также завод по производству детских санитарно-гигиенических средств. По мнению Сергея Чеботарева, все эти проекты очень перспективны. Это все хорошие, перспективные и рентабельные проекты, что самое главное. Более того, эти проекты создают рабочие места. Допустим, агрокомплекс «Сунжа», который мы открывали сегодня, это уникальное предприятие на самом деле. Вот только сейчас на первом этапе оно дает уже дополнительно порядка 170 рабочих мест уже дало. Это только рабочие места, которые сейчас есть. Это первый этап, но это потом будет развиваться и будет еще больше рабочих мест. Тот же завод «Риак», который уже работает, он работает не на регион, он уже выходит на экспорт товаров. Он работает на регионы страны. И второй завод, который при поддержке корпорации строится, будет строиться, сейчас он завершается, и проект цементоэксплуатации находится на госэкспертизе. Это проект по переработке алюминия. Тоже этот проект не региональный, а как минимум окружной. Почему? Потому что
все соседние регионы будут сюда, на этот завод, привозить алюминий для переработки или отхода алюминия производства. На встрече затронули и вопрос безработицы. Ранее на итоговой коллегии Минкавказа Юнусбек Евкуров выступил с предложением создать отдельную программу для снижения количества безработных жителей в республике. Сейчас этот вопрос будет прорабатываться уже более детально. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.